Журналисты, чего греха таить, любят громкое словцо, особенно если оно к месту. Латвийский институт органического синтеза, скажем сразу, заведение уникальное, то есть единственное в своем роде. Принято считать, что фундаментальная наука в постсоветской Латвии умерла. Ученые разъехались, молодежь нацелена на Запад, но этот институт – редчайшее исключение. Как работал в полном объеме, так и работает. Наночастицы, липосомы, биосинтез белков, а параллельно фармакология. Не случайно с рижскими учеными сегодня сотрудничают крупнейшие фармацевтические компании мира. Вот это селен. Химический элемент 16-й группы, атомный номер 34. Если его правильно синтезировать, то можно получить новое лекарство от рака. Представьте многоквартирный дом. Это молекула. И в одну из квартир мы поселяем селен. Это должна быть правильная квартира, потому что очень важно, где он находится в молекуле. И если мы находим правильную позицию для него, то вся молекула начинает правильно работать так, как мы хотим. Квартирный вопрос для селена доктор химии Павел Арсенян решал на протяжении 20 лет. О целебных свойствах этого вещества известно давно, но селен токсичен, даже в малых дозах. Рижане перебрали сотни вариантов и нашли два правильных. Одно соединение тормозит рост опухоли, второе прекращает метастазы. Метастазы – это распространение раковых клеток, перенос очага болезни в другие области. Медики умеют бороться с первичной опухолью, операционно или с помощью химиотерапии, но ни тот, ни другой способ не дают гарантии от метастаза. Химиотерапия при этом серьезно бьет по всему организму. Новый же препарат работает без всяких побочных эффектов. И это, опять громкое слово, прорыв в науке. В Латвии сейчас 80 тысяч онкобольных. И для половины из них новое лекарство – это шанс на жизнь. Примерно половина от них рак мы находим, определяем в поздних стадиях, 3-я, 4-я фаза рака, значит, у них уже есть метастазы. Такое лекарство, которое предостанавливает развитие метастазов, значит, продлевает жизнь пациента. Виталий Скривилс, фармацевт, возглавляет в Латвии Ассоциацию фармакологических предприятий. Он показывает нам новый и единственный в Латвии центр нуклеарной медицины для диагностики рака методом позитронной эмиссионной томографии. И это тоже серьезное достижение для маленькой страны. Но никакая техника не заменит лекарства против метастаза. Новое средство уже опробовали на мышах, причем испытали на самых агрессивных формах рака – рака груди и рака кожи. Почти 100% результат. Очень перспективно. То есть дойдет ли это до препарата, это зависит от множества факторов, в том числе от финансовых, от интересов фармацевтических компаний и так далее. Но на нашем этапе это очень значительный шаг. То есть мы можем дальше двигаться и дальше исследовать. Новое соединение, которое не прошло еще весь цикл опытов, корректно именуют потенциально активным веществом, подразумевая, что у него есть серьезный потенциал, сейчас выразимся патетично, серьезно изменить в мире ситуацию борьбы с раком. Хотя придется подождать. От момента получения так называемого потенциально активного вещества до превращения его в настоящее лекарство требуется, как правило, 10 лет. Ведь нужны еще десятки опытов и, самое главное, клинические испытания с участием людей. Самое интересное в этой фармацевтической истории – цена вопроса от $300 миллионов до 1 миллиарда. Таких денег у ученых нет. Дальше в дело вступают крупные фармацевтические компании. Все-таки здоровье – это серьезный бизнес. Евгений Р. Людмила Жилинская, Евгений Павлов, Балтийское бюро RTVI.